Мы гордились им. Мы относились к нему с большим благоговением. Он был знаменем нашего общекавказского движения, борьбы за возрождение наших духовных истоков, традиций и самобытной культуры. Юрий Хамзатович Калмыков. Он был живым олицетворением высокой интеллигентности, природной мудрости и аристократичности. И эти замечательные черты в естественном гармоничном сочетании с незаурядными умственными способностями, широтой политических взглядов создают правильное представление о его яркой, неповторимой личности, о его многогранном таланте. Я не намерен идеализировать свой народ, но как всякий нормальный человек люблю его, дорожу и горжусь его историей. Естественно, признаю такое же право за представителем любого другого народа. Более того, с большим уважением отношусь к тем, кто, не переходя границ, не проповедуя исключительности и превосходства своего народа над другими, любит и предан своему народу. Так спокойно, взвешенно и хладнокровно выражал свои гражданские и патриотические чувства Юрий Хамзатович, когда ему приходилось затрагивать столь деликатные вопросы межнациональных отношений. В последние годы, проводя большую энергичную работу по консолидации общественно-политических движений Кавказа, Юрий Хамзатович постоянно следил за развитием событий в Абхазии и в самые ответственные, тревожные для нее дни смело отстаивал ее интересы на самых высоких уровнях. В связи с тем, что вокруг этого вопроса сейчас поднят ажиотаж, огромное внимание к этим выборам, разное отношение к этим выборам. В связи с тем, что национальное движение Абхазии входит в состав Международной Черкесской ассоциации, мы тоже решили обратиться к этой теме, не вмешиваясь во внутренние дела, естественно, а тем не менее определить свое отношение к выборам и к тому, как будут проводиться эти выборы. Как общественное движение мы хотим выделить наблюдателей и поучаствовать в этом демократическом процессе. В Российской Федерации, я уже говорил, этому вопросу уделяется огромное внимание. И отношения, еще раз подчеркиваю, разные. К сожалению, с подачи грузинского руководства некоторые средства массовой информации говорят, что этих выборов проводить не следовало бы. Связывают это с необходимостью определения политического статуса Абхазии, предварительного определения этого статуса, с необходимостью решения проблемы беженцев и так далее, и так далее. Мы хотели бы сегодня обсудить эту проблему вместе с вами и высказаться по этой очень животрепещущей проблеме. Это воистину трагическая весть для всех нас, огромная утрата для всего Кавказа. Нет с нами удивительно мудрого, удивительно теплого человека, большого защитника прав и свобод народов Кавказа, и в частности абхазского народа. Я рассматриваю это и как свою личную утрату, ибо в его лице я потерял очень близкого друга, человека, который на всем протяжении моей работы был всегда рядом и помогал мудрым советом, товарищеским участием. Все это начиналось еще в годы, когда я работал в Верховном Совете СССР. Это было тогда, когда я был и председателем Верховного Совета, и сейчас президентом. Он всегда был рядом. Это огромная потеря для нашего народа. Все мы хорошо помним, когда в самое трудное время, в период агрессии против нашего народа, он был одним из первых, кто поднял голос в защиту нашего народа, будучи председателем Конгресса кабардинского народа. Известно
скольким преследованиям за это он подвергался. Он был одним из первых, кто пришел нам на помощь в послевоенное время, стоял рядом с нами. Только совсем недавно, вы помните, был он здесь в тоже исключительно трудный момент нашей истории. Его колоссальные научные знания, огромный опыт политической и общественной работы всегда очень помогали всем нам. Я неоднократно бывал в его доме, зная его чудную семью, жену, внука Аскера, пользовался гостеприимством этой семьи. И мне очень трудно говорить о Юрии Хамзатовиче. Нет с нами больше человека редкой души, редкого таланта, большого нашего друга. Я склоняю свою голову перед светлой памятью Юрия Хамзатовича. Наш народ никогда не забудет всего того, что сделал он в защиту и нашего народа, и в защиту всего Кавказа. Родившись на Кавказе, я мало прожил там, хотя знаю родной язык и адыгские, черкесские обычаи. По нескольку раз в год бываю там и вообще имею с ним постоянные связи. В детстве ведь все дается легко, по существу непроизвольно. Какие-то 2-3 года, проведенные в ауле, оставили ту основу, на которой впоследствии довольно быстро пробились ростки национального самосознания. Появился особый интерес к судьбе собственного народа. Прав Баграт Шингуба, когда говорит, что детство – корень души человеческой. Оно прорастает в нас характером и судьбой. Юрий Калмыков из книги «Повороты судьбы». Этот человек в моей памяти останется живым, бессмертным человеком. Прежде всего, его образ как кавказца, как представитель адыго-абхазской группы кавказских народов, он останется в моей памяти до конца моей жизни. Много раз мы встречались в Москве, также мы встречались на Северном Кавказе, куда он часто приезжал. Он жил в Москве, но часто приезжал сюда. И каждый раз, как только мы начинали разговор, и все время его интересовало, что происходит в моей родине, в Абхазии. Это его интересовало. И, знаете, так в его рассказах я чувствовал, что он очень много сказаний о нартах знал. Но почему-то он адресовал это, его предки услышали это на побережье Черного моря, в Абхазии. Вот так он начинал. И, знаете, так останется в моей памяти он яркой личностью абхазо-адыгейской группы народов, как бессмертием человеком. Вот так останется в моей памяти. И когда последний раз он был здесь, в Абхазии, мы прощались, но я не чувствовал, что с ним случится великая беда. Когда ему тут я показал, что в свое время я занимался записью нартского эпоса, он просил, чтобы я каким-то образом сделал подсрочный перевод и прислал бы ему. Ему надо было это нартский эпос, абхазский нартский эпос. Но я не успел это, к сожалению, сделать. В эти минуты, когда идут эти съемки, придают земле в родной Черкесии нашего близкого, самого дорогого человека Юрия Хамзатовича Калмыкова. В конце
года я получил удар, потерял отца. И в начале этого года, хотя я связывал многие надежды с этим Новым годом, я потерял, как и мы все, самого близкого, самого дорогого человека. Но, думая о его жизни, думая о нем, можно утешить себя тем, что такие люди, они не уходят просто так. Они уходят физически, но духовно они остаются с нами. Так же, как после холодной зимы, после пасмурной погоды, когда нет уже никаких надежд, приходит весна, и крестьянин отдает зерно земле. Он уже не хоронит это зерно, он отдает земле для того, чтобы были ростки, чтобы жизнь продолжалась. В эти минуты я думаю о Юрии Хамзатовиче и думаю о продолжении его дела. Если есть какой-то идеал, каким должен быть человек, это был он. Во всех своих действиях, всей своей жизни он доказал, что можно носить в это трудное время гордое имя человека, гордое имя Кавказ. Он сделал все для того, чтобы мы не пали духом, являемся мы частью человечества. И то, что мы отстояли свою свободу, в этом большая заслуга этого великого человека. Через полчаса после начала агрессии, после моего звонка Юрию Хамзатовичу, через полчаса весь мир знал о том, что пришла беда на абхазскую землю. Что же касается меня, то, узнав о начале военных действий, я немедленно позвонил в Нальчик и продиктовал от имени исполкома Международной черкесской ассоциации призыв ко всем адыгам, черкесам идти на помощь Абхазии. Затем я сам вылетел в Кабардино-Балкарию, где уже полным ходом шла запись добровольцев. Юрий Калмыков из книги «Повороты судьбы». Как он радовался, каким он был счастливым человеком, ступая уже на абхазскую землю, которую он считал своей родной землей. Он всегда говорил и гордился этим. И он, видя, что иногда мы падаем духом, своим мягким, глубоким голосом успокаивал нас и говорил о том, что нас ждет великое светлое будущее. И мы хотели прийти к этому великому свободному будущему вместе с ним и радоваться вместе с ним. Но этого не случилось. Но если есть душа, если есть дух, я думаю, что его душа, его дух будет с нами и будет радоваться всему тому, что придет на эту землю, на весь Кавказ. Принципиальность, стойкость, способность Юрия Хамзатовича вне всякой конъюнктуры мужественно отстаивать свои политические убеждения, основывавшиеся на предписаниях норм права, в высшей степени проявились в сложной и напряженной ситуации, когда на Совете Безопасности России решалась судьба Чечни. 20 декабря 1994 года газета «Комсомольская правда» опубликовала интервью Юрия Калмыкова, в котором он официально заявил, что силовые действия в Чечне повлекут за собой партизанскую войну. Он предупреждал сторонников силового решения, что путем ввода войск может быть достигнута однодневная победа, а потом начнется длительная война, которая приведет к затяжным боевым действиям. О бесперспективности этой войны и ее страшных последствиях он говорил постоянно в своих публичных выступлениях. Я думаю, что ситуация в Чечне это создана искусственно. Это то, о чем я уже говорил.
национальные проблемы можно решать только за столом переговоров. И когда высокие должностные лица отказываются от такой формы, это ведет к трагедии. Чечня – это трагедия России. Это не трагедия только чеченского народа. Это не только трагедия Кавказа. Это трагедия России, потому что это привело к расколу в России, к расколу народа, политических организаций, политических деятелей. И поэтому я думаю, что те, кто задумал эту акцию, они несут на себе очень большую ответственность. Это большая потеря для всего Кавказа. В принципе, этот человек был масштаба всероссийского. Вы знаете, что он в политику пришел уже в зрелые годы. Это было вот накануне первого этого Горбачевского съезда. Человек, который был профессором, занимался наукой, был далек от вот этих всех политических перипетий, был выдвинут на такую политическую арену, и за столь короткий срок он стал известен далеко за пределами России, достиг поста министра юстиции, стал членом Совета Безопасности. Но, конечно, его внутренний мир, его нравственность не могла, конечно, ужиться в той ситуации, в которой вот Россия пребывала в канун и во время вот этой чеченской войны. И это вылилось в тот протест, который он выразил, уйдя со своего поста министра и выйдя из члена Совета Безопасности. А вот как деятель такой, что нам ближе всего, кавказского масштаба, он сделал очень много для объединения наших народов. Во время Чеченской войны он бывал и в Чечне, часто бывал в Абхазии. Он, конечно, был большим другом Абхазии, потому что и в хорошие, и в трудные времена он был здесь рядом с нами. Накануне войны, это было, я помню, летом 92 года он был здесь, когда у нас было такое радостное мероприятие. Мы проводили такой общекавказский фестиваль деятелей культуры. Был Абжуа Рейзера, потом там, значит, было мероприятие такое красочное, красивое. Приехали люди из многих стран, из Иордании, из Соединенных Штатов, из многих других стран, с Ближнего Востока. И вот среди этих гостей и он был, и очень так выделялся, потому что он был личностью, конечно, заметной. И особенно, наверное, все-таки самое такое главное его качество при том его, скажем, и вот положение, которое он занимал, которое все-таки он был очень прост, очень скромен и как-то умел найти такие теплые какие-то контакты с людьми, притягивать, да. Я бы, конечно, сейчас трудно сказать, кто мог бы сейчас заменить его вот в МЧА, президентом которой он являлся. Как раз съезд должен был состояться. И вот буквально накануне этого съезда случилось такое большое горе. И просто один еще... Да, и последний раз он здесь был вот накануне наших выборов, возглавлял делегацию адыгскую. И, значит, вы знаете, потом были присланы сюда наблюдатели, которые следили за ходом наших выборов. И вот последний штрих наших с ним общения, это был бильярдный матч, который мы с ним сыграли. И неожиданно оказалось, что он прекрасно играет в бильярд, конечно, разделал меня под орех. И вот это, наверное, последнее воспоминание, которое останется со мной о нем, этом великом человеке. Во время войны в Абхазии я получил приглашение от Картер-центра в Соединенные Штаты Америки для участия в конференции, посвященной положению на Северном Кавказе. Конференция была многоплановая. После пленарного заседания все разошлись по группам и вели уже предметный разговор о том, как погасить горячие точки, разгоревшиеся или тлеющие в разных уголках земного шара. Юрий Калмыков из книги «Повороты судьбы». Я вспоминаю нашу поездку в Соединенные Штаты Америки, совершенную с Юрием Хамзатовичем. Это было по приглашению
Картер-центра в Атланте, штат Джорджия, который организовал конференцию по урегулированию конфликтов. И, в общем-то, это был первый случай, когда прозвучала тема Абхазии на таком уровне. На этой конференции присутствовали, кроме президента Картера, Перес де Куэллер, бывший генеральный секретарь ООН, и очень много видных политических деятелей. Надо сказать, что Юрий Хамзатович выглядел удивительно, убедительно и солидно на этой конференции. И тот интерес, который проявляли американцы и другие участники конференции к нему, конечно, он связан именно с тем, что этот человек был в то время министром юстиции Российской Федерации, но и с тем также, что это удивительно незаурядная личность, удивительно мудрый и принципиальный и честный человек. Юрий Хамзатович выступил на этой конференции, и он очень убедительно и очень открыто говорил о проблеме Абхазии, о трагедии, вот, связанной с распадом Советского Союза и неурегулированностью многих отношений. И, конечно, я думаю, что это имело огромное значение для Абхазии, то, что он выступил там. Потом были поездки, встречи с диаспорой абхазской, северокавказской. Кстати говоря, там они совершенно не разделяют друг друга по национальному признаку, там они все вместе. И Юрия Хамзатовича принимали удивительно хорошо, и он всегда, при любом случае, старался сказать об Абхазии. Вот здесь фотографии, которые всегда будут мне напоминать об этом удивительном человеке. Я думаю, что мы потеряли просто очень большого друга Абхазии, и мы не имеем права забыть то, что сделал Юрий Хамзатович. Это действительно утрата огромная для нас всех. Судьба Абхазии должна решаться народом Абхазии. Сейчас идут политические переговоры, политический процесс по определению правового статуса Абхазии. Есть разные варианты решения этой проблемы. Я могу только одно сказать, что судьба Абхазии может быть решена только на условиях политического решения этой проблемы. Когда я слышу какие-то угрозы, опять раздающиеся откуда-то, я думаю, что это недальновидные люди только так могут поступать, потому что любой народ, маленький, он большой, сейчас невозможно поставить на колени. И с ним надо разговаривать, уважая его достоинство, его самобытную культуру, его самосознание. Поэтому я думаю, что будущее в Абхазии есть, оно более того, оно перспективное такое будущее. Как только в Абхазию поступило печальное известие о кончине Юрия Хамзатовича Калмыкова, делегация Абхазии, в которую вместе со мной входил и премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Леонидович Гагулия, тут же выехали. К утру, в субботу, в день похорон, мы были в Черкесске. К 9 часам тело покойного было выставлено в театре городском, и многочисленные поклонники, все те, кто знал Юрия Хамзатовича, и даже те, кто не знал, но слышал о нем, знал его, потянулись к этому зданию, чтобы отдать последнюю дань уважения этому великому человеку. Для участия в церемонии похорон прибыли делегации Кабардино-Балкарской республики, Адыгейской республики. Спецрейсом самолета из Москвы прибыли многочисленные друзья Юрия Хамзатовича. Это представители Верховного суда, представители Министерства юстиции,
представители арбитражного суда и Конституционного суда, люди, которые на протяжении многих лет работали рядом с ним, знали его. На митинге, в котором принимало участие тысячи людей, люди, которые выступали, говорили о нем как о государственном деятеле, как об общественном деятеле, как о человеке, которого повороту судьбы как бы высоко не поднимали, оставался всегда со своим народом. На этом митинге довелось выступить и мне, как представителю Абхазии. И Юрий Хамзатович был так тесно связан не только с Северным Кавказом, с Абхазией, что весть о его кончине буквально потрясла всех нас. И я должен был передать семье, должен передать был всей общественности Северного Кавказа, всем тем, кто прошел проститься с ним, вот эту боль нашего народа, вот это потрясение, которое охватило всех нас в связи с невосполнимой утратой. Его похоронили в родном селе, по ауле, в котором он родился, в котором вырос, на древнем кладбище, по обычаям своего народа. Мы до самого конца находились там. Имя и дела Юрия Хамзатовича далеко за пределами Кавказа известны. Ну, что бы там ни говорили, самое главное, конечно, его человеческие качества. Этот человек жил в ладу со своей совестью. Он никогда не поступал так, как не велела бы ему его совесть. Этим он завоевал уважение народа. С ним всем было хорошо рядом. И отдельному человеку, и целым народом. Я узнал одну подробность, о которой лично я не знал. Когда подписывался договор о дружбе между Россией и Грузией 3 февраля 1994 года, он собрал в Москве всех представителей республик Северного Кавказа, которые там находились, других субъектов Российской Федерации, и поставил перед ним задачу сделать все для того, чтобы этот договор или не был бы подписан, а если он будет подписан, то не был бы передан на ратификацию в Думу, поскольку грузино-абхазского регулирования пока нет. И такой шаг России, как подписание этого договора, осложнило бы дальше ситуацию, не дало бы, так сказать, развязать этот сложный вопрос. Как мне сказали там его друзья из Москвы, он готов был подать в отставку тогда уже, если бы это не удалось осуществить. В своих глубоких размышлениях о праве и власти Юрий Калмыков неизбежно сталкивался с вопросами, волновавшими всю передовую часть общества. Почему не исполняются законы и в астрономических цифрах исчисляется преступность, растут озлобления и взаимное отчуждение людей, обычными стали межнациональные распри и конфликты. Ставя эти вопросы, Юрий Хамзатович в то же время был занят исследованием их причин. Сложно, конечно, говорить о заслугах человека, оставившего заметный след на законотворческом, государственном и общественно-политическом поприще, но не менее сложно осознавать, что скоропостижная смерть Юрия Хамзатовича Калмыкова заметно скажется на настроении и делах его близких друзей, единомышленников на Кавказе, в России и за ее пределами. Его отсутствие остро ощутят многие малочисленные народы, чьи суверенные права и интересы он отстаивал твердо, последовательно до последнего часа. Но нет ни малейшего сомнения в том, что идеи и мысли Юрия Хамзатовича Калмыкова получат достойное развитие и воплощение своим рыцарским поведением, прозорливостью, силой духа и целеустремленностью, немеркнущим светом душевного обаяния. Он еще долго будет поддерживать нас на тернистом пути к свободе. Я думаю, что в Содружестве мы будем бороться за то, чтобы в Абхазии было демократическое, правовое,
цивилизованное государство, государство, в которое мы можем приехать, отдохнуть и уехать к своим братьям. Мы за политический диалог, за политическое решение этих проблем и будем здесь стоять твердо. А если нам будут угрожать, мы будем всегда с абхазским народом.